поселок, это же тоже по хозяйственному периоду. А что там указано? А кто прописан, кто проживает, какое имущество имеет. Вот, допустим, мотоцикл был, ружье, кошка, собачка, буран. А потом разъехались, кто в Россию, кто к родственникам, кто из тех мест, откуда прибыл. В этом некогда известном на всю страну поселке, центре слюдяной промышленности, когда-то проживало несколько тысяч человек. Сейчас всего около 200. Единственный представитель власти в селе, специалист администрации, а по совместительству учитель истории в местной школе Ильвина Решетова показывает нам местный архив. Люди эти давно разъехались, но вдруг кто затребует справки, поэтому и храним, говорит девушка. Исполком Улмакского поссовета. 86 год. Надо же. Праздник советской семьи. Обряд помолвки, объявление женихом и невестой. В последний раз здесь свадьбу сыграли лет 20 назад. Большинство – люди пенсионного возраста. Живут тихой, размеренной жизнью, все друг друга знают и как могут помогают. Люди сплочены, вместе находятся, и занимаются своими делами. Сейчас летняя пора, приусадебные участки, парники, теплицы, грядки. То есть люди живут тихонечко своей жизнью. С отсутствием устойчивой связи, магазина и других благ цивилизации жители уже свыклись. Но когда весной размывает единственную дорогу, по которой ездят большие грузы, жизнь здесь становится действительно трудной. И пока весенний ручей не успокоится и дорога не будет засыпана, септики не откачиваются, не вывозится мусор, грузы, в том числе уголь, не заводятся. Деревянный мост советских времен давно признан аварийным, и жители просят построить новый. Власти обещают, и даже есть проект. Правда, когда появится новый мост, точных дат не озвучивают. Уставшие от обещаний жители Илмаха, так они на русский манер называют свое село, ждут одновременно переезда в соседние Алексеевский и город Томот по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Между тем, несмотря на малоперспективность Илмаха, сюда, как ни странно, даже приезжают жить и работать из других регионов. Виктория Бодрякина из Республики Алтай и Сентябрина Лаптан из Тывы уже как 2 года работают учителями в местной малокомплектной школе. Виктория впервые увидела Илмах на карте, ведь она географ по специальности. Вот здесь такая теплая атмосфера среди ребятишек. Они довольно-таки воспитанные, всегда они здороваются, между ними теплая обстановка такая. И вести урок всегда приятно с этими детьми. Я наслаждаюсь работой с этими детьми. Мне очень понравилось. Нравятся приезжим и местные красоты. Удивительная, неповторимая природа. Сама приехала из туристического региона, и у нас там каждый сантиметр земли теперь стоит очень дорого. А здесь столько пространства, столько красоты, и как бы не используется. И, я думаю, очень хорошая была бы перспектива именно на фоне туризма. Действительно, если не промышленное освоение, то уникальный природный ландшафт мог бы стать притяжением многочисленных туристов со всей страны, а то и мира. Ну а пока обитатели маленького села Илмах живут надеждами и ждут лучших времен. Туяра Филиппова, Александра Хлопкова, Алданский район.